Испытано на себе. Всем привет! Это проект «Испытано на себе». Евгений Никифоров, Якутия 24. И сегодня мы с вами находимся в Покровке. Это небольшое село недалеко от Амги. Что же будет включать в себя сегодняшний выпуск? Скорее всего, он будет называться «Испытано на себе. Ремонт сельскохозяйственной техники». Например, такой. Все мы знаем, что это ответственный, тяжелый, в какой-то степени даже, может быть, уникальный труд. Ведь техника, которая здесь представлена, не встречается в городе, не встречается в обычных автосервисах. Это косилки, молотилки, грабли, тракторы, которые можно увидеть только в деревне. И от того, как механизаторы подготовят эту технику, напрямую будет зависеть успех, например, посевной или уборочной страды. Сегодня моим наставником будет Игорь Петров. Он сейчас паркует трактор. Мы с ним обязательно обо всем поговорим и как следует приложим руки, чтобы их уборочная страда, их нелегкий труд механизаторов был как можно легче. Смотрите нас, будет интересно. Испытано на себе. Ну что ж, самое время познакомиться с моим сегодняшним наставником и по совместительству владельцем всей этой техники Игорем Петровым. Игорь, привет! Жень, привет! Расскажи, что мы сегодня будем делать, насколько это сложная работа и сможет ли неподготовленный человек, типа меня, справиться с таким заданием. Так, ну сегодня, как вы видели, да, техника у нас вся на площадке. Это у нас МТЗ-82.1, Так. китайский трактор Синтай, барабанная косилка Вирекс, пресс-подборщик ПФР 145 и вот такие вот грабли, да, которые сразу волок делают. Так. Сегодня мы как бы начинаем основную часть. Вообще подготовка, да, к сенокосу, она идет гораздо раньше, намного. Угу. Знаешь, самое главное подготовить ГСМ, подготовить запасные части, самому настроиться. Это самое важное, по-моему, да. Это самое важное мероприятие, да. И вот эти все моменты, да, которые вот надо воедино. А вот то, что починить технику, это уже чисто так техническое дело. То есть мы уже знаем, какие у нас узлы, агрегаты слабенькие. Мы знаем уже с прошлого года. То есть мы уже готовимся с прошлого года. Все правильно, да. То есть пресс-подборщик у меня там гидравлика слабая, да. Здесь будем менять спицы, допустим. Да? Белорус я уже отремонтировал. Синтай там немножко масла поменять, ну, обслужить. Косилка у меня готова, в принципе. И вот самая такая финальная часть входа в сенокос. Сенокос. Это важная часть, потому что в этом году сенокос свою структуру меняет. Так. ГСМа мало. То есть мы уже смотрим, какие сенокосные угодья нам взять в первую очередь, какие последующие очередь. Да? Понятно. Плюс ждем, когда трава подрастет, потому что засуха, дождей нету, вот сейчас гремит. Кстати, да, в этом году какой-то сухой сезон, по-моему. Очень сухой сезон, и те поля, которые в прошлом году у нас был шикарнейший урожай, они сейчас пустые. То есть мы сейчас будем переходить в ручьи, в низкие места. То есть мы уже определились, с чего мы начнем и как мы это все будем делать. Да? Стратегия поменялась с прошлым годом. Если в прошлом году у нас объемы были большие, и мы... То есть везде все можно было убирать, работать, да. Мы не переживали, не нервничали, как в этом году. А в этом году немножко нервозно. Но в прошлом году мы сделали переходящий запас кормов. Поэтому да, запас есть. Поэтому мы как бы уже оцениваем. То есть на осень у нас уже корма есть, нам нужно зиму и весну подготовить. Вот. Ну, сегодня мы с тобой будем обслуживать вот данный агрегат. Мы им сгребаем сено. Он сгребает сразу в волок. Есть боковые грабки, а есть такие, которые сразу вот Ну, такой вот как бы рулон, грубо говоря. Нет. Он делает вот такую вот продолговатую такую. Да. Это грабли-ворошилки. Ага. То есть трактор скосил, через 3 дня выходим собирать и этими граблями начинаем собирать. И она делает вот такой вот волок. Он где-то шириной, ну пускай до метра максимум, до метра. Так. Как настроишь? Вот подборщик у пресс-подборщика, да, ПФР 145, он там метр 25 или сколько-то. Ну вот, да, мы не должны шире делать, чтобы он схватил нашим подборщиком. Вот немаловажная вещь поменять все спицы, потому что все спицы. Ну, все сломанные спицы. Все сломанные спицы, да. Так, обслужить, да, значит, смазать узлы. Прекрасно. Вот здесь у нас находятся подшипники. Да, мы их должны смазывать обязательно. Ну, в принципе, я этой ворошилкой уже пользуюсь 7 лет. Да, интересно, сколько сезонов вообще 7 лет она отработала, да?
Но так как сразу подвел у меня вот этот узел, здесь гидравлика была очень слабая, то есть, ну, несовершенная система для вот, она тяжелая, а здесь цилиндр один. Немножко не рассчитано было Да, на вес. немножко не рассчитано. Потом, когда я начал узнавать, оказывается, в свое время вот такие грабли-ворошилки собирали кустарным способом очень много организаций. Вот в То есть чем они дело. пользовались успехом и вот старались. Ну тут узел. Ну это мы все починим. В принципе, это все делается. У меня в прошлом Класс. году, ну, где-то порядка 100 зубьев я поменял. Ничего себе. Да. Так, теперь техническая информация. Сколько всего спиц 20. здесь на каждое колесо? 20 пар. 20 пар. Да. Вот Если мы состоит посчитаем, из- сколько у нас болтов и гаек, тут 20. это по количеству пар. Да, да, Болты и да. гайки. И, соответственно, У нас здесь раз, спицы два, три, парные. 4, 5, 6, 7, 8. А есть ворошилки, где одинарные спицы. Есть ворошилки, где толщина либо больше, либо меньше. Изгиб Либо больше угол, либо больше, да. либо меньше. Длина либо больше, либо меньше. Вот. Поэтому Вот это да. берешь спицу, да, и едешь в магазин, И говоришь, И- мне вот именно такую такую же. спицу. Именно такую. прилаживаешь, прикладываешь, смотришь. Не дай бог она там толще материал. Он просто не войдет сюда. То есть, если уже мы другие спицы поставим, они совсем будут Будут по-другому. несовместимы. Да, несовместимы, она будет ломать постоянно. Вот это да. Друзья, обратите внимание, если вы, проезжая где-то мимо деревни, вдоль дороги, видите непонятное устройство, которое совсем не поддаются описанию, знаете, что это не только непонятное устройство, а их существует множество разных видов с разными конфигурациями спиц, как здесь, да. И вообще нужно понимать, что вот это вот, например, ну вот Ворошилка. имеет, да, свое название ворошилка, а не просто там какой-то такой противотанковый еж или еще что-то такое. Каждая сельскохозяйственная техника не только имеет свое название, но и свои модификации и тонкости ремонта, обслуживания и, соответственно, покупки запасных частей. Не терпится приступить, у меня уже чешутся руки. Я думаю, что вот здесь что-то сделать неправильно достаточно сложно, да, Игорь? То есть Здесь, сломать, например, здесь неправильно сделать очень легко. очень легко как раз. Очень, Жень, очень легко. В прошлом году у меня был подмастерье парень, да? Так. Я его, значит, разложил, пригласил Сашу, говорю, вот смотри, тебе нужно поменять на этом 10, ну, допустим, да? На этом 5, на этом 2, на этом 3. Вставляется именно так, все. Прихожу, не посмотрел, собрал, поехал на сенокос, разложил, не посмотрел и начал грести. И сразу посмотрел, а что у меня такое происходит. То есть одна не крутится, он загиб вот этот сделал в обратную сторону. Оу, вот это Вот- да. вот это То есть да. она просто не собирает. Она просто втыкается. Уперлась и она все. втыкается. Да, Если она идет вот так, как бы собирая сено, как бы прокатываясь, а тут она, получается, значит, удары против своего да. движения. Ну и, соответственно, функцию свою не Функцию не выполняет, ломается очень быстро, кстати, если что. Трактор тянет, там другие работают колеса, а здесь удар такой. Ну я сразу, опыт-то есть. Тут же тормознул. Остановился, вспомнил этого парня. Немножко там. Он И икал, наверное, он какое-то икал. время. Он икал обязательно. Но я потом его встретил, закрепил. Саша, иди сюда. Ну да, Да. это, конечно, материал Вот. нужно. Смотри, вот, ну он парень молодой. Смотри, вот ты неправильно сделал. То есть наше поколение должно передавать Да. эти нюансы, тонкости. Ну, в принципе, Делиться опытом с да. молодежью. С точки зрения воспитательной я сделал все правильно. Да. Показал, Мгм. объяснил, он вставил. Мгм. Я понял. Все. Да, вот. Вот и Кто все. знает, может быть, он сейчас уже самостоятельно передает свой опыт кому-то, либо собирает вот эти вот грабельные Ну. колеса правильно. Ну да. Получится это у меня или нет, посмотрим прямо сейчас. Начинаем. Так, когда у тебя ломается, да, а тебе нужно с сенокоса ехать, Да. допустим, да? Тебе нет времени У просто вот меня это нет приваривать времени, еще. у меня, да, у меня нет времени. Если я могу их собрать вот так, я собираю Да. и еду. В принципе, я думаю, что многие делают. Ну, ты знаешь, на Да. самом деле, вот да, просто обычный стандартный способ с тропой, это, мне кажется, иногда бывает надежнее просто, ну, быстрее это точно, да. Быстрее, потому Может быть, что и не надежнее, но У быстрее. меня же хозяйство. Конечно. Я после сенокоса тороплюсь доить коров. Да, Поэтому- каждый час промедления это просто... Вот сейчас это все так вот должно феерично раскрыться. Посмотрим, как это будет выглядеть. И потом уже приступим к замене. Так. Ну, замена, она такая, знаешь, алгоритм один поймал, и все. Ну, То тут, есть в принципе, много однообразных действий. Да. Ну, это же здорово, есть возможность отработать свои навыки, потому что бывает, только что-то научишься делать, а тут бах, вау!
Вот То есть это красота. у меня рука уже набита. Набита, да. Я вот, ну, в основном работаю один. Мгм. Ну, там трактор косит один, да, трактор прессует. Мгм. Я стараюсь вот самостоятельно вот это все сделать, поэтому никаких таких вот резких моментов у меня Да, не все получается. уже отработано. Все отработано. Вот это да, смотрите, какая она оказывается. Вот в разложенном виде эта вещь стала в 3 раза больше по площади. Да. И действительно мы тут видим, что многие спицы Вот, допустим, сломались. сразу вот, ищи, сразу приподнимай, узлом. приподнимай его и в центр вот так ставь. Вот Так, ты то его есть нашел. вот это будет у нас рабочее Да, место на сегодня. Да, это двойная вот спица, она целиком. Мгм, как раз меняется полностью. Да. Если, допустим, Видите, обломилась. да, на сенокосе ну, бывает дефицит спиц, да? Мгм. Если одна ломается, ну, стараешься оставлять ее. Мгм. Вот, допустим, вот это вот, Здесь уже она вообще не будет работать никак, это никак, потому а что так будет да, работать. так будет один Сено, хотя как бы правило, ус. ну, вот такое, да? Мгм. Ей То хватает, есть чтобы ей хватает, в зацепить. принципе. Понятно. Вот это вот То однозначно есть под это замену. у нас было рабочее, то есть транспортное состояние. Мгм. Вот это транспортное состояние, когда, Когда она собрано, сложена, да, собрана. Потому что мы двигаемся по дорогам общего пользования. Да, А это же все машин- перевозится да, на поля, по сути. на поля. Машины едут, трактора едут другие. И мы, Мгм. как бы, чтобы нормально чтобы не занимать всю ширину дороги. разъехаться. А вот это вот уже рабочее положение. А есть модификации, где вот здесь вот стоит еще одно колесо Ага, центральная. центральное. Знаешь почему? Вот, допустим, вот эта ворошилка, да, Так, она собирает вот так и делает по центру вот под, этот под- остается. по центру, да. А вот то, что осталось и не поднято снизу, Мгм. вот это колесо поднимает, а у меня не поднимает. А, Поэтому у меня есть потери. да, понимаешь? то есть какая-то часть просто Да. не берется. Какая-то часть вот да. здесь вот, вот Мгм. это вот не берется. Кусочек небольшой, Кусочек. небольшой. Ну, берется, но не небольшой. полностью. Мгм. Поэтому приходится Так, ясно. небольшие так это Я оставлять. смотрю, здесь все закреплены на одинаковые гайки-болты, то есть, по сути, 2 ключа нужно, да, Два для ключа, замены? Два ключа. Мгм. 17-19. Сейчас мы ключи подберем. Так, отлично, вот я ключи. вижу ключи. Можешь искать. 17-19. По-моему, так, Да. если я ничего не путаю. Так, раз. А сейчас мы проверим просто опытным Да. путем. Вот 19, есть 17, да, например, вот смотрим. Да, вот пробуй. Ты нашел? Да, вот она, эта Вот. пара, они закреплены Да. вот этой. Так, подожди. Можешь поменьше. Так, 15, 15, 19, так, 19, 19. 17 нету? 17, вот есть один, сейчас посмотрим, Попробуй. да, по-моему, 17. Ключ на 17, смотрим, вот он, да, Он вот 17, а тут, значит, 17, а здесь, скорее всего, тогда тоже 17. 17, да? Нужен 17-17. Сейчас. Один ключ у нас 19. Запомните, если вам когда-нибудь придется в полевых условиях менять усы на Вот с этим. молотилки, собиралки, граблилки, то вот с трещоткой, например, 17 с двух сторон. Вот оно, смотрим также вот этот ус. Вот здесь вот гайка к нему подходящая. Мы ее здесь, головка болта, точнее, Болта, фиксируем, да, и с этой стороны накидываем трещотку. Накидываем трещотку и начинаем его откручивать. Так, откручивать мы начинаем, конечно же, вот в эту сторону. Бывает, что они прикипают, да? Точнее, они Да, ну- всегда прикипают. Зиму она простояла. Жень, я верю Так. в тебя. Подожди-ка, я Аккуратно. сам в себя сейчас верю, да, начинаю верить. Ну. Вот, вот. Здесь еще вот эта штука, она распирает, как бы, да, получается? Ну, Эти два диска. по-правильному, да? Вот этот болт откручиваешь полностью, а эти как бы Ослабить достаточно. ослабить Мгм. достаточно. И поехали. Есть, Вот. сорвал. Пошла. И все. Все, отлично. Мы Иногда пользуемся, вес решает. так-то гайковертом. Так, вот с этого момента поподробнее. На- Трык, но чтобы Ну, пройти это все не наш азы, метод, да. пройти все азы, нужно гайки повертеть, вот немножко болты. Так, смотри, получается, нужно полностью выкрутить, Да. потому что иначе не снимется. Здесь Да, у нее да. петлевидная такая Да, структура. Ясно. Она, вот этот диск зажимает все. Мгм. То есть когда ты разбираешь Мгм. полностью, это отдельно спица, отдельно диск отдельно. Мгм. Ясно. Так что вот. Так, вот мы сейчас уже почти. Ну считай, с этого Отлично. момента, вот с этого момента стартовала наша сенокосная компания. Так, вот это вот был ответственный момент. Всё, Как сенокос. говорится, одна гайка – это маленький шаг вот для это, механизма. Так, вот это вот не теряем. нет, вот это самое интересное, когда гровер падает в сено, да? А вот он, чуть левее. Так, Ты даже вот здесь на выжженной траве. Я взял его и гайку бери.
Если Да. сено падает, знаешь, Считаю, у что... тебя его и не было. Нет, знаешь, тема какая? Какая? Вот эти большие магниты, которые кидают. А, и он просто проходишься и Да. собираешь все эти штуки. То есть таких Всё, что мелкое девайсов у меня нормально много. Так, теперь нам нужно, соответственно, Да. ослабить, открутить соседние. Левую, правую, да. Левую, правую. Их достаточно просто будет ослабить. Ослабить, ну, прилично ослабить, потому Да, что мы чтоб она будем, да, будем ага. отгинать чуть-чуть. Понятно. Это довольно-таки вот мощная спица. Ну да, слушай, сколько у нее толщина в миллиметр, Ну, не ты знаю, сказал? 7, по-моему. Но мы их потеряли много, потому что мы поля взяли в аренду, да, у АО «Амгинский». И поехали. Поля многие проваленные уже. То есть вот А. термокарст идет, и вот ее где-то зажимает, где-то как-то, и вот она отлетает, ломается. Так. Но она еще каленая, еще Еще нужно, да? Ага, Мгм. еще немножко. Наверное, достаточно. Так, и соседнюю с другой стороны. соседнюю, ага. Вот всегда у нас есть обломанные спицы вот такие, да, мы их никогда Так. в поле не выбрасываем. Мгм. Ни в коем случае нельзя. Почему? Травмируют колеса, попадают в сено. Ну Уломы, да, это серьезно. То есть нельзя. То есть если ты оставил его, да, обязательно ищешь, забираешь. Мгм. И вот они вот с прошлого года у меня все здесь висят. накапливаются. Я их Мгм. использую, но иногда они очень сильно помогают. Вот чтобы вытащить Вот, эту... например, да, смотрите, руками это вытащить Это сложно, не- это- проблематично. это невозможно Даже, руками. скорее всего, невозможно, да. Потому что все затянуты, да, она как бы очень сильно притягивает. Мгм. Поэтому вставляешь ее сюда и начинаешь потихонечку отгибать. Мгм. Одну Ну, сторону и параллельно Да. вытаскивать. Видишь, она начинает Да, двигаться да. чуть-чуть. То есть тут с кондачка как бы не возьмешь, но Да, тут получается, вот, пошла. Еще чуть-чуть. значит мне достаточно еще. Недостаточно открутили соседние. Да. Если не идет, бывают такие жесткие диски, да? Да, вот здесь вот Откручиваешь еще вот эту. вот. соседнюю с соседней. Давай-ка попробуй-ка. Так, давай сейчас попробую вытащить. Опа, все, выдернулась. И Вытаскиваем вниз, назад. да, зажимаешь, все, Вот, смотрите, вот такая же обломыш. обломанная спица. Мы ее не выбрасываем, даже здесь, на рембазе, мы ее Мы собираем. всегда собираем, потому что все железо любит вот эти дела. Да, это точно. Железо в Любит данном случае резину. не друг. Вот прекрасные новые спицы, прям даже видно, что совсем свежак. Здесь, смотрите, геометрически имеет неправильную форму. Как же ее туда вставить, спросите вы? Как же ее туда вставить, спрошу я у Игоря. Сначала вот Ориентацию находим, ориентацию правильную. Правильное положение, вот изгиб, да, рисунок Мгм, увидал, смотрите. она будет работать. Так, Вот тебе это соответственно, ну, сжимаешь, есть два уса, есть два отверстия, да, Да, то есть да. по-другому тут сжимаешь, вставить сложно. вставляешь. И продеваем как Вверх. в головоломке с гвоздями, с металлическими. Вот, вот продеваем до следующего угла. Как бы сенокосчик, С опытом может делать это быстро. одновременно. Да, быстро, буквально за секунды. Все. А дилетант учится. Да, первая моя в Смотрим. жизни спица. Теперь мы ее... Надеюсь, не последняя. На сенокос ждем. Надеюсь, да. А тут еще у нас один лайфхак. Еще один лайфхак. Да. Смотрите и запоминайте. Теперь нужно ее между этих зажатых дисков опустить вниз, чтобы петелька была снизу отверстия, которое мы будем затягивать. Вот так вот она не заходит при всем желании. И опять в ход идет, кажется, обломыш спицы. Да. Берем спицу, да, вставляем и молоточком мы ее подстукиваем. Чтобы она просто ушла вниз, выдавила Да, эту да. штуку. Ну вот мы вот то, что мы делаем сейчас, да, для простого сенокосчика, селянина, это как бы родное дело. С детства Да, причем. родное с детства дело. И Так. они на нас посмотрят и скажут: да что, ребята? Но на самом деле это правильное начало сенокоса. Мгм. То есть начинать надо не с больших каких-то Да. аппаратов, да, а вот с ворошилки. Мгм. И потихоньку. То есть это так, да. базовая вещь, Базовая базовый вещь. навык, который Да. пригодится в будущем. Вот мы посмотрим, да, одинаковые, значит, по толщине, Мгм. одинаковые по изгибу и по длине. Мгм. То есть эта спица Идеально подходит идеальная. для этого. Так, нам нужен молоточек, судя по всему. Либо просто сила рук Игоря. Так, Не выходит, держи. да, Я схожу за придется молотком. немножко его подбить. Что я хочу сказать после первых 2 минут работы с этой вот штукой. Не просто, но когда тебе показывают, рассказывают, как это нужно сделать. Вот, например, приехал я из города и такой: а не поменять ли мне вот спицы на вот этих вот граблях, ворошилках?
бесполезно. То есть нужен какой-то наставник. Причем не просто сказать, иди поменяй, сделай то-то, то-то, открути то-то, то-то, а показать на своем примере. Это очень важный момент в обучении, друзья. Не только в деле ремонта сельскохозяйственной техники, а вообще в целом. Всегда нужен наставник, который вам покажет. Вот у меня сегодня есть прекрасный наставник. Это Так, точно. продолжаем. Допустим, нас учил отец. Он тракторист. Так, вот оно. Хоп. Вот, оно встало, И да? зашло, да. Теперь Да, берешь выбиваем. болт, бери сразу. Так, Бывает, она болт, выскакивает. убираем гайку, гровер не теряем снова. Вот, болты тут тоже видавшие виды, но Ну, они такие, это, знаешь, боевые. боевые. Все, Вот. вставляй. И смотрим, идеально зашел вот этот изгиб. Мы засунули болт, Вставили, нанизываем вставили. гровер, вставили, да, Вставили верно, болт. вставили болт, Мгм, вот это убираем вот Гровер. сюда. да, и наживляем гаечку, насколько это возможно, руками. Причем, смотрите, я придумал лайфхак. Смотрим, нет ли по соседству сломанных спиц. Потому что если мы сейчас это затянем и окажется, что соседняя спица, например, тоже подлежит замене, то придется растягивать. Поэтому визуально смотрим. Вот пока у нас ослабленный болт, да, Абсолютно это же верно. нормальная Это абсолютно тактика. Вот смотрим, вот это целое, и с этой стороны тоже обе целые. Поэтому вот эту тройку мы можем смело затягивать. Если бы были две сломанные рядышком, то, конечно, это была бы просто лишняя работа. Ну вот типа затянуть так затянуть, да? Поэтому теперь у нас все нормально. Спокойненько зажимаем, переворачиваем ключ с трещоткой в другую сторону. Это 19. Это 19. Нормально, 19 его не затягивает. Ну, ничего страшного. И Пошло. начинаем затягивать. Хоп. Вот в детстве мы часто путались, ну тоже так же, как говоришь, да? Угу. Все вроде посмотрели, а так вроде все нормально, да? Все затянули капитально. Раз приходит старший и говорит, ну что, ребята, а вот это, а вот это, а вот это, а вот это. И они соседние приходится Они снова они просто... соседние. И получается несколько раз один болт туда-сюда, Да. туда-сюда. Вот я сейчас тоже об этом подумал, Ага. что вот этот вот момент лучше не упускать. Лучше один раз все проверить, несколько раз, и потом уже с полной уверенностью затягивать. Вот так как у нас механизм крутящийся, да, Мгм. подшипник, мы подшипник смазываем, да, обязательно. Таотницы нету, через который мы можем шприцом нагнать туда солидол. Соответственно, его Соответственно, нужно снимать. Да. Снимать, обязательно снимать, чтобы он у тебя проходил весь синокос нормально, Мгм. крутилось. Иначе просто не попадет Да, внутрь смазка, да. получается. Смазка Тем не более попадет. смазка здесь густая, используется в подшипниках, она просто не даст. Ну и как бы возможности профилактика. Мы смотрим, в каком состоянии подшипники. Потому Так, что здесь спрошу про момент затяжки. Такой умный термин. Затягивать, пока не перестанет затягиваться. тяни. Вот опытный механизатор это все вот примерно на глаз, причем по действиям чужого человека может понять, Да. насколько вот Еще тяжело. разок. Оп, Хорош. все, и соседний Ну смотри, подтягиваем, есть момент. Ты Мгм. будешь этот затягивать, этот ослабнет. потому что правило рычага работает. Да. И, И вообще вот да. все Понял. болты надо как бы проводить ревизию. Мгм. Состав- Они могут ослабиться. Они, получается. да, они ослабляются, как правило. Мгм. Постоянно крутится, постоянно Да. вибрация, она начинает ослабевать, и вот мы Ну, смотрим. здесь вот так как болты одинаковой длины, можно, ну, по крайней мере, визуально понять, Ну, где да. вот, ну, условно, да, то есть Ну, предварительно найти чувствуется что-то. твое техническое такое-то Образование. образование, да. Так, друзья, первая пара, точнее, да, первая спица парная, замененная мной лично На ворошилке. ворошилке. Вот это вот я понимаю, испытано на себе. Запах металла ржавого, вкус ржавчины, упругость винтов, болтов. Двигаемся дальше. Испытано на себе. Ну что ж, замена спицы завершена. Сейчас наша задача проверить состояние подшипника и, конечно же, забить сюда новую смазку. Здесь подшипник, как сказал Игорь, снаружи к нему не подобраться, смазать невозможно, поэтому нам нужно будет его снять. Он крепится на одном единственном винте, болте. Вот он, это 19-й, уже вижу невооруженным глазом. И нам нужно его немножечко сорвать. Вот так вот. Мы его полностью откручиваем. Получилось? Да, конечно. Колесо будем снимать полностью. Так, вот То это вот есть интересно. с вала нужно Мгм. снять, Прекрасно. посмотреть. В случае там, Так. если он износился, будем менять. А Мгм. так, если Просто все нормально, менять смазку. смазку. Да, Хорошо. просто смазку Так, менять. вот здесь вот видите, вот мы убрали крышечку, сам винт, и просто-напросто, видимо, мы его снимаем. Да, здесь не Здесь- прикипевшее, не нужно выбивать. Оп. Раз,
Легким вышло, движением да? руки, да, вышло. Смотришь, сразу визуально смотришь. Угу. Этот нормальный, 205 подшипник. Тот Так. нормальный, Угу. закрытый, все нормально. Крутится, вертится. Хорошо. Так, задача теперь просто поменять смазку. солидол добавляем просто. Солидол. Выглядит аппетитно. Да. Открываем баночку и, наверное, его нужно немножко будет размешать, да? Размешать. Размешай и вот И палочкой. использовать. Все подручными. Да, Ничего страшного. лучший инструмент – это природный, который можно найти в любом лесу, в любом поле. Вот такой вот медок у нас, очень аппетитно похож действительно на амгинский мед. Как у вас с амгинским медом здесь все хорошо? Ну, сезон идет, пчелы работают. Прекрасно. Побольше, бери больше же, бери еще. Кашу маслом не испортишь, Да, и да. подшипник с солидолом тоже. И Да. прямо наносим внутрь. Да, да, внутрь наноси смело. Вот, смотрите, эта палочка идеально подошла для такого По диаметра. диаметру, да? Туда вот это все заносим и смазываем всю его окружность. То есть они не так часто выходят из строя. Если вот собираешь сено вот по с качками, да, сенокосы, где Мгм. кочки, вот эти Мгм. вот болотные, вот Чуть-чуть. там он начинает ломать его, и Мгм. он выходит как бы. Жень, Так. ну тут сразу видно, что это городской парень. Давай побольше, а? Ну, Возьми. вдруг он дорогой. Жень, в этом деле жалеть нельзя. Жалеть нельзя, Солидол, да? Так, солидол тем более. хорошо. Вот это, вот это нормалек. Вот это мы забили нормально. Так, Все, все прекрасно, остаточки сюда. Закрываем банку. Так, чтоб сейчас сюда не немаловажно, чтобы вал Мгм. не выдавил попали. Ага. подшипник. Ты его фиксируй палочкой или руками Так, вот давай так. попробуем держать его так. Так, И вот он пошел. Все, да? Так, все. Все. Нанизался. Он дошел, Вот да? это вот, Смотрим. да. Это размашивать так Сюда прям. вот. Вот. Так. Вот плохо, что таотницы нет. Можно было бы доработать, да? Это было бы проще, да, Да. гораздо? Конечно, шприцом подошел, Мгм. нагнетатель сделал, Все, все. вот так вот. Все, крышечкой. Теперь берем крышечку. И все. Она вот здесь тоже вот так вот фиксируется. И сперва наживляем руками. насколько это возможно. Когда опыта не было сенокоса, да, Мгм. такого, я вот с 18 года так плотно прям занимаюсь хозяйством Мгм. и сенокосом. То есть где-то что-то не досмотришь, где-то что-то не доделаешь, и потом это все выходит боком. Да, на либо самом деле. в лучшем случае это переделывать приходится, а в худшем Да. это замена. Замена, Либо ремонт. запчасти сейчас дорогие, тяни. Так, здесь, видимо, нужно усилие серьезное, чтобы его затянуть. Во. Еще раз. Вот, Опа. достаточно. Все, Уху. у нас второе колесо справа готово. Второе колесо справа. Ура, мы Да. сделали это и испытали на себе. Я уверен, что это колесо проходит весь сенокос. Если что-то, буду писать, звонить. Договорились. Служба Да. поддержки 24/7. Приезжаем, меняем, ремонтируем. Жень. Испытано на себе. Жень, твое колесо работает отлично. Надеюсь, что оно принесет пользу сельскому хозяйству Покровки. Да. Было бы сено, было бы что Вот, грести. Да, было бы что грести. Да. Желаю вам хорошего урожая, чтобы все было прекрасно, техника не ломалась, а ученики попадались такие же смышленые, как я, и А быстро я в свою очередь желаю всем сенокосчикам республики, чтобы Вот. эта прекрасная пора прошла отлично, чтобы все заготовили свои планы, выполнили, чтобы погода не подвела, техника не подвела, а люди работали хорошо, чтобы объемы все запланированные всех районов нашей республики выполнены. И даже больше. Да, чтобы мы в зимовку вошли уверенно. Это самое главное. Когда крестьянин с кормами, ему все по плечу. Значит, жизнь будет продолжаться. Верно. Испытано на себе. А сейчас мы хотим записать, показать вам эксклюзивное интервью с старшим поколением механизаторов, с человеком, который всю жизнь занимался ремонтом, техникой, обслуживанием и сейчас им занимается и может много чего интересного рассказать. Здравствуйте, представьтесь, Здравствуйте. пожалуйста, как зовут вас? Петров Петр Петрович. Ух ты, Петров Петр Петрович. Петров Петр Петрович, да. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сейчас легче ли стало работать механизатором? Техника стала ли удобнее, проще или раньше все-таки было, по крайней мере, надежнее? Да, техника действительно сейчас легче стала работать. И, как привыкать надо сначала, чтобы мы на старых ездили. Вот. Привыкнешь,
и легко становится. Вот быстро Да. этот период привыкания проходит? Сколько нужно проехать, чтобы понять вот, особенности современной техники? А современная, ее, конечно, за рулем-то сидеть хорошо. Приятно, Это да. приятно. Да. А вот разобрать, собрать, это уже технология совсем другая становится. Но руки быстро привыкают. Тем более есть опыт. Да, А- быстро привыкают руки. Отлично. Да. А что касается надежности, вот раньше, много лет назад вы работали на технике, была ли она надежнее или все-таки современная техника отличается надежностью? Что Нет, скажете? надежности я бы не сказал, ошибка, что вот новая техника, она как-то быстро она сыпется. Вот взять резину, она на сезон только хватает. Ого, Только на сезон хватает. ничего себе. Если хорошо работать, она только на сезон хватит. Вот даже здесь колеса вот начинают лопаться вдоль. Мгм. Вот здесь вот. Ну вот, они как будто бы рассыхаются, получается. Да, 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 вот. И, хорошая работа. Он не для тайги. А мы-то люди-то. Ездили везде и повсюду Да, на тракторе, куда везде. угодно. И в любую погоду. Лес готовим, все. Ну, все делаем. Так что отлично. Здорово. Вот, рулевая хорошая. Можно пальчиком крутить. Как на иномарке. А то на старом-то наперед нагрузил на кун. И через силу. И чуть мускул не Физическая лопается. нагрузка. Да, это интересный опыт. А как, на ваш взгляд, сейчас молодежь относится к такой работе? Все ушли в интернет или все-таки есть вот подростки, молодые люди, которые с удовольствием тянутся к технике? Вот сейчас много таких или Вот нет? в основном трактористы мало тянутся молодежь. Все, машины надо крутить Мгм. туда-сюда. Да. А насчет механизаторов, я думаю, уже не остается таких механизаторов. Вот. А вот что бы вы хотели все-таки пожелать? Вот, допустим, молодой человек тянется к технике. Вот ваши пожелания, к чему ему стремиться? Какими качествами он должен обладать, чтобы исправно владеть техникой, ремонтировать своими руками? Ваши пожелания подрастающему поколению? Вот подрастающему надо их с малолетства Вот, учить. да, Надо, да. С малолетства их надо учить. Чтобы за папкой, там, за дедом бегали вот так. Вот. Тогда они тянуться будут. Вот мой сын фермер, да? Я научил я его, короче, баранку крутить. О, с малолетства ездил. Ну, у меня 3 сыновей, Мгм. они с малолетства начинают. Вот сейчас он сам обучает молодежь, помощников Да, своих, да. показывает, имеет свое хозяйство. Да. То есть пока они маленькие, просто смотреть хотя бы, просто Да, рядом да, присутствовать, а потом уже садиться за руль. Ну, с малолетства Прекрасно. надо привыкать. Здорово, отлично, Молодец. друзья. Прививайте любовь к труду детям с самых юных лет, чтобы они помогали вам с детства, а потом выросли достойной заменой. Спасибо большое, удачи в вашем нелегком труде и Спасибо. всего самого лучшего. Спасибо. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск про сельскую механизацию, про ремонт техники закончен. Желаю всем удачи. Увидимся обязательно еще. До свидания. До свидания. Испытано на себе.